Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Важные, срочные новости на сегодняшний день. Что вы должны знать, что вы должны принять к сведению. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, так и спросите, что важно срочно узнать именно сейчас, на что обратить внимание. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, первоочередное. У вас на пороге какой-то человек. Человек очень интересный, человек очень хороший, человек с каким-то предложением, с каким-то делом, с каким-то, возможно, даже советом для вас. Не отклоняйте этого человека, не отвергайте его, выслушайте, внимательно выслушайте. Вы убедитесь, что этот человек несет вам благо, либо очень положительно настроен ваш адрес. Девочки, кто был в браке, у кого с бывшим не очень хорошие отношения, может быть, это ваш бывший. Вот придет, принесет вам денег, да, предложит свою помощь, а вы, например, до сих пор на него злая, можете ему отказать. Ни в коем случае этого не делайте. Вам нужно и важно принимать помощь от этого человека, да, даже если он и не хороший, даже если он и бывший. Так, и также, если человек совершенно не знаком. И поверьте, этого человека к вам посылают высшие силы для того, чтобы помочь, подсказать, либо облегчить вашу ситуацию. Хороший человек, очень хороший человек. Но вы поговорите, вы убедитесь в этом, да, и ваше сердечко, ваша интуиция вам тоже это подскажет. Так, кто у меня в треугольнике? Тут треугольник, ну такой, знаете, токсичный, я бы сказала, треугольник. Мужчина, он что-то вам пообещал, что-то вам такое сказал, вы ждете от мужчины какого-то действия, поступка, не знаю, там что-то должен купить, привезти, отвезти, встретиться. Мужчина не придет навстречу, либо не исполнит свое обещание. При этом он либо будет игнорировать ваши сообщения, звонки, либо будет отвечать как-то, ну, грубовато, скажем так. Не спешите обижаться на этого человека, не спешите. Его очень сильно довели, вывели из себя, разозлили. И он в таком состоянии, когда человек вообще не контролирует, что он делает, как он делает, что он говорит. Очень такое тяжелое состояние. Плюс у кого-то отыграется, что у мужчины серьезные проблемы со здоровьем, и он об этом не говорит, просто не говорит. Да. Ну, либо еще как вариант, допустим, да, его где-то чем-то вот прям пригрузили, заставили, вот как из-под палки, заставили что-то делать. Не думайте, что он от вас отказался, не думайте, что он там с другой женщиной выбрал другую женщину. Нет, это просто такое обстоятельство идет. Девочки, ну, все в жизни бывает, понимаете, все бывает. Да, он не прав, что он не может вам объяснить. Там, да, вы бы все поняли, но он молчит, либо наоборот, как закрывается от вас. Поверьте, это просто такое время. Может быть, вы с этим мужчиной переписываетесь, да, он где-то далеко от вас находится, он не говорит то, что есть. На самом деле, ну, ему самому очень больно, что так происходит, но сделать он ничего не может. Так, и еще, девочки, если вдруг вы переписываетесь с мужчиной, и он вас заблокировал, да, вот просто, да, вы заходите в социальные сети, опа, блок, либо там вы там, на WhatsApp заходите, блок стоит, это сделал не он. Это сделал не он, это сделала какая-то женщина, которая, ну, получила, скажем так, доступ к его телефону. Это не обязательно соперница, это может быть очень ревнивая мама, да, запросто могла это сделать. Как заблокировали, так и разблокируют. Главное, себя не накручивайте на негатив. Так,
важный момент связан с работой. На работе. Работа, вот вы на кого-то работаете, да, вот я вижу, куда-то вы ходите и там получаете зарплату, выполняете какие-то задания, могут быть задержки по зарплате и могут быть какие-то, ну, не знаю, какие-то аферисты, ваши начальники, да, они специально задерживают зарплату, либо распространяют какую-то заведомо ложную информацию. Почему-то им хочется, ну, людей обмануть, либо подвести к какой-то мысли, да, чтобы люди вот все там бросили, уволились и ушли. Вот, что-то недоброе они там затеяли, будут идти какие-то сплетни, разговоры, такие пугающие, и мысли, да, может быть, тоже уволиться, пока не поздно, либо, ну, там, зарплату не надо просить, все равно не дадут, да, там, либо вот есть обстоятельства, не могут выплатить. И это все обман, все обман. Там будут люди, которые будут добиваться. Вы лучше к тем людям идите и вместе добивайтесь. Вот кто будет просить, кто будет добиваться, кто будет, ну, я не знаю, там, жалобы писать, там, пикеты устраивать, вот тем выплатят, тем все отдадут. И тех людей не сократят, например, если будет какое-то грандиозное сокращение. Поэтому, мои хорошие, нужно проявлять себя очень активно. Не ждать, как разрешится ситуация, а быть очень активным человеком. Так, то же самое в делах, в работе, в бизнесе. Нет клиентов, что-то пошло не так. Там заказчик подвел, там поставщик подвел. То же самое, не молчим, не обижаемся, а действуем. Действуем, добиваемся, узнаем, там, рекламу даем, приглашаем, зазываем, созваниваемся, расспрашиваем, что, как, почему, когда будете, почему не будете. Да? Делаем, проводим какую-то вот прям активную работу по привлечению, например, клиентов, либо по получению того, что у вас вот по обязательствам должно происходить. Да? Ну, то есть вам должны были поставить материалы для вашей работы, а их не поставляют. И вам, например, поставщик говорит: ой, я заболел, да? У меня ножка болит, там, что-то еще со мной случилось, либо кто-то там не приехал. А вы вот прям добиваетесь, говорите: ничего не знаю, чтобы было к вечеру. Либо я там в суд пойду. Да? То есть будьте посмелее, будьте поактивнее, будьте погромче. И тогда успех придет. И тогда все вернется на круги своя. То есть, как было, по крайней мере, да, кризиса не будет. А если будете молчать и ждать, да, ну ничего, ну нету, ну подожду. К сожалению, ничего хорошего не получится. Нужно быть очень активным и пробивным человеком. Так, какие-то проверяющие организации что-то вот проверяют, выспрашивают и что-то могут еще навязывать. Да? Вы должны это приобрести, иначе мы вам там перекроем воду, да, либо отключим свет. Какая-то глупость несусветная идет. Но это больше похоже на коммунальщиков, коммунальные услуги. Либо, знаете, какие-то квитанции нереальные будут приходить. Идет борьба вот какими-то служащими. Они почему-то вот в жилетках, да, но я так понимаю, коммунальное что-то. Вас будет просто убивать пассивность людей, которые либо будут платить, либо будут говорить: ой, мне не по карману, значит, буду, не знаю, там со свечкой жить. Вас это будет убивать. Значит, не смотрите вы на этих всех людей, не молчите. Если вам навязывают, покажите, вернее, попросите, чтобы показали распоряжение. Если люди как-то саботируют свою работу, ну тогда там, пишите жалобы, действуйте, мои хорошие, действуйте. Вот особенно касается пожилых моих зрителей, ну, возрастных, извините, не обижайтесь, да, возрастных. Вы способны за собой людей повести, добиться не только для себя, но и для других. Вот это важно знать. Не надо вот их бояться. Ну кто? Они такие же люди, как и вы, да? Только у них еще и как обязанности на них возложены. Да? Должностная инструкция есть. Они должны работать и действовать согласно этой инструкции. Вот. Все для клиентов. Вы клиент, вы всегда правы. Поэтому добивайтесь. Вообще песочек прям кричит, да? Занимайся собой, занимайся своими интересами, не молчи, действуй, будь активной. И тогда все получится, все будет замечательно. Так, четверочка выходит. Четверочка — это дружба, это дружеские связи,
а у вас она вышла в левой стороне. Это то, о чем вы еще не знаете. Здесь вышла женщина. Женщина, похожая на птицу. Может быть, у нее профиль птичий, а может быть, она любит поговорить. Знаете, такая вот курочка, наседка. Интересная женщина, прям проявит к вам интерес, и вы так с ней хорошо побеседуете, вот прям поймете, что вы на одной волне, возможно, завяжутся очень хорошие дружеские отношения с этой женщиной. Приятное общение, по крайней мере, вам точно гарантировано. Так, мужчина, ваш мужчина, вот кто в паре в браке, мужчина какую-то хитрость проявляет, прям хитрый такой, что-то прячет от вас. Либо деньги прячет, либо что-то другое. Да, но тем не менее. Либо вы найдете, либо поймаете на горячем, что он прячет. Девчоночки, ну я понимаю, что вы его пороть будете розгами. Проявите милосердие. И вот эту ситуацию, вместо того, чтобы ее раскрутить на конфликт, переиграйте как... Ну, допустим, да, ты провинился, теперь ты мне должен. Сделай то. Вот. И мужчинка очень обрадуется, что вы не пошли по стандартному пути, по протоптанной дорожке, там, не стали его распекать за все его проступки, а дали ему шанс исправиться. Возможно, это действительно то обещанное счастье, когда вы научитесь договариваться, вести какие-то взаимовыгодные отношения. Попробуйте, вот просто обыграйте эту ситуацию по-другому, по-новому. Вы себе приятно сделаете, и мужчиночку тоже своего вот порадуете именно таким отношением. Так, ну явно у него что-то есть, и он от вас прячет. Вот что-то хочет скрыть. Мне почему-то кажется, что это деньги. Может быть, у него какая-то подработка была, может быть, какой-то аванс получил. Думает, потрачу там я на себя, на свои интересы. Вот. А вы это все обнаружите, мои хорошие. Ну и дадите ему шанс исправиться. Да. Не надо его бить, а дайте ему шанс исправиться. Так, а здесь у меня женщина в окружении детей. Детей, причем не только своих, но и чужих. А может быть, вы преподаватель, может быть, вы педагог, воспитатель. Очень много детей. И дети какие-то вот шалят, не слушаются, капризничают. Какое-то поведение, не то чтобы неестественное, да, но вот как-то через край. Там есть один ребенок. Он какой-то, особенный, да, назовем это так, особенный. Вам нужно этого ребенка либо как-то отделять от других, либо больше уделять времени этому ребенку. Вы прекрасная женщина, если вы преподаватель, вы просто гениальный преподаватель, вы найдете подход, ключ к этому ребеночку. Как только этот ребеночек придет в норму, успокоится, станет более-менее адекватным, поверьте, вот весь этот коллектив детей, они все станут послушными и спокойными. То есть один маленький ребенок, я так понимаю, что у него либо гиперактивность какая-то, либо у него там родители ругаются, да, и он поэтому такой нервный, противный. Надо к нему найти подход. Вот к одному находите подход, и все остальные становятся спокойными и послушными. Так, кстати, кто свекрови периодически дает детей, да, просит помощи, там, присмотреть, там, в школу отвезти, забрать, ваш ребенок вам кое-что расскажет. Возможно, ваша свекровь вашему ребенку говорила что-то о вас, причем говорила не очень приятное, либо какая-то критика была. Вот. Ваш ребенок не совсем, возможно, понял, что это было. Постарайтесь не акцентировать внимание на этом негативе, а просто поговорите со своим мужем и поговорите со своей свекровью. Так делать нельзя. Это очень плохо, и ни в коем случае нельзя втягивать детей в конфликты взрослых. То есть, если тебе что-то не нравится там, какая я жена для твоего сына, либо какая там хозяйка, какая я мама, так ты скажи мне это в лицо. Зачем же ты моему маленькому ребенку на меня вот эту вот грязь льешь, да? Не надо. Вот здесь надо построже быть и обязательно привлекать супруга, чтобы он тоже поучаствовал. Понятно, что это его там любимая мама, но это уже, знаете,
too much. Вот попускать это ни в коем случае нельзя. И я вижу, что и вам очень неприятно это будет. Очень неприятно. Ну, постарайтесь ребенка своего отвлечь, переведите тему на другое, там, может быть, купите что-то ребенку. А вот именно этой женщине, да, взрослой женщине, выпишите вот такую вот огромную горькую пилюлю. Ей она очень нужна. Пора лечиться от этого. Какие-то важные действия вот связаны со здоровьем. Со здоровьем. Может быть, вы пойдете на прием к врачу. Может быть, вам предстоит сдавать какие-то анализы, тесты, чекапы проходить. Вы одним днем не управитесь. То есть, если вы рассчитываете, что я одним днем пройду, нет. Здесь вот как несколько раз придется ходить. И у вас почему-то такое желание вот все бросить, отступить. Да? Ну, некогда. Да? Мне некогда ходить по этим поликлиникам. Не буду. То есть, один раз сходил, хватит. Значит, так делать нельзя. Нужно все пройти, вам нужно получить результаты, и вам нужно будет принимать какие-то препараты. Ну, у кого-то отыграются там банально витаминки, а у кого-то более серьезные препараты. Если вы этого не сделаете, вы себя, вот смотрите, на будущее обрекаете на постоянные какие-то походы по больницам и на какое-то более дорогостоящее лечение и более длительное. Поэтому проблемка у вас действительно есть. Она пока небольшая. И надо ее купировать, да, пока она вот в зародыше, да, скажем так. Как только она разрастется, все будет гораздо и дороже, и сложнее, и муторней. Поэтому, мои хорошие, сколько бы вам ни пришлось ходить по этим поликлиникам, сдавать эти анализы, может быть, даже и платить за что-то, лучше сделайте сейчас. Поверьте, вы не пожалеете. Вы в будущем себе будете благодарны. Так, какой-то ухажер вышел. Ухажер, но очень такой, знаете, скользкий, наглый тип. Вроде как человек за вами ухаживает, вроде как симпатия есть, но как-то ведет он себя, ну, совершенно не по-джентльменски. Девочки, у кого мужчина стебать будет, знаете, там всякими шутками вас цеплять, какими-то, знаете, этими там придирками даже, может быть, знайте, что он просто в вас влюблен, и, ну, вот такой он человек, вот так вот он ухаживает за женщинами. Либо вы настолько на него произвели впечатление, что он забыл правила хорошего тона, и действительно превратился в мальчика-подростка, да, который только умеет девчонку за косички дергать. Нравитесь, вы ему очень нравитесь. А вот эта его форма, подача, ну так прямо в лицо ему скажите, что я предпочитаю хорошо воспитанных джентльменов, а не, там, не знаю, шпану из подворотни. Вот. И так он от вас отстанет, вот со своими этими шутками, придирками. И, возможно, на следующий день уже придет при параде с цветами и очень будет галантный. Ну, и если мужчина вам нравится. Если мужчина не нравится, ну, посылайте сразу на 3 буквы, туда ему и дорога. Ну, с таким поведением. А что? А что вы должны делать? Правильно, так и надо. Так, девочки, какой-то мужчина седовласый, с большим букетом цветов идет. Может быть, по случаю, а может быть, просто сделает вам приятное. Это может быть как и поклонник, так и, например, отец, дедушка. Какие-то вот прям цветы очень хорошие, красивые и необычные. Вот необычный букет, необычные цветы вы будете получать от седовласого мужчины. Вот прям порадует вас, очень порадует. И мужчина этот порадует, да, и цветы очень приятные вам идут. Так, бытовая техника. Что это? Какая-то бытовая техника. Что-то выйдет из строя. Но не спешите звонить там в ремонт, как мастеров приглашать, вызывать. Там какая-то поломка, но она не самой бытовой техники. Может быть, там вилка прохудилась, может быть, розетка, да, там разболталась. Вы сами сможете справиться. Главное, не нервничайте, главное, не психуйте, а просто вот успокойтесь, посмотрите, что произошло. Что произошло. Вот. Возможно, ваш мужчинка сможет сделать, а возможно, вы сами сможете сделать. Там какая-то проблема элементарная и легко устраняется. Так, животные. У кого есть дома животные? С животными. С животными какой-то вопрос, что вам нужно будет то ли кому-то поручить ваше животное, ну, попросить, чтобы кто-то поприсматривал.
Так. Вот смотрите, да, вот как я понимаю, может быть, вы куда-то будете уезжать, может быть, вы будете на целый день уходить, и вам важно, чтобы за вашим животным кто-то присмотрел. Вот, вы ищете варианты, но либо, не знаю, все отказываются, либо там заняты люди, либо вы этим людям довериться не хотите. Ваш вопрос как-то решится элементарно. Вы это животное то ли с собой сможете взять, то ли... Но почему-то я вижу, что с вами это животное, с вами. То ли, может быть, отменится эта ваша дорога, либо ваша эта поездка. Но животное с вами, либо с вами поедет, либо вы останетесь дома и будете со своим животным. Значит, не расстраивайтесь, не переживайте, тут слезы зря не лейте, все хорошо будет. Все хорошо будет и с вами, и с вашим животным. Вот. Так. А кто-то, кстати, у меня то ли пристроить животное хочет. Может быть, вы волонтер, может быть, вы хотели кого-то передать, может быть, у вас животное на передержке. Вы знаете, у этого животного появятся невероятные хозяева. Это пара, мужчина и женщина, возможно, семейные, либо они там встречаются, не знаю. Эти мужчина и женщина возьмут это животное, они будут его очень любить. Это животное будет жить в каких-то невероятно шикарных условиях. Вот. Они любить будут, обеспечивать будут, прям последнее будут отдавать. Не будут не жалеть ни денег, ни времени. Прям как, знаете, они не животное берут, а как ребеночка своего воспитывают. Так идет. Значит, не переживайте, появятся. Это мужчина и женщина, пара придут вот и заберут. Заберут, да. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.